Меня зовут Иван Каунов. Я серийный предприниматель и сооснователь сервиса управления финансами в бизнесе FinMap Online. Я наступал на все возможные грабли управления и развития бизнеса. И пришел к выводу, что 3/4 всех проблем в бизнесе можно выявить и решить при помощи грамотного управленческого и финансового учета. Так был создан сервис FinMap Online. И на сегодняшний день грамотный финансовый учет внедрило уже больше 1000 пользователей в 12 странах мира. На базе накопленного опыта я хочу поделиться с вами наиболее распространенными ошибками в управлении финансами бизнеса, которые могут привести к самым ужасным последствиям. Первая ошибка – это смешивание личных денег и денег бизнеса. Если вы не разделяете, где деньги бизнеса, а где ваши личные, и периодически оплачиваете своими деньгами доставку товара или наоборот оплачиваете поход в кино деньгами бизнеса, вы совершаете одну из самых распространенных ошибок. Во-первых, так вы никогда не узнаете, сколько на самом деле зарабатывает ваш бизнес. А во-вторых, вы, скорее всего, сейчас не можете спрогнозировать, сколько денег вы сможете достать из бизнеса в ближайшее время. Вторая распространенная ошибка – отсутствие ведения начисленных доходов и расходов. Об этом чуть подробнее я расскажу попозже, но если вы не разделяете момент отгрузки услуги и получения оплаты на счет, вы однозначно не сможете никогда правильно посчитать прибыльность своего бизнеса, а значит не сможете управлять этим показателем. Третья ошибка – нерегулярный учет. Ее совершают владельцы всех бизнесов, которые вносят данные чуть-чуть попозже, чем сегодня, например, в конце недели. Или хуже того, не вносят данные о финансовом учете вовсе. Например, я и так запомнил. В итоге часть этих данных теряется, теряются деньги из бизнеса и исчезает прибыль на ровном месте. Четвертая ошибка – это нерегулярность процесса анализа. Ведь регулярность процесса анализа тех самых управленческих отчетов так же важна, как и само внесение. Если вы не проводите регулярный анализ, вы не сможете развивать свой бизнес системно и управлять конкретными финансовыми показателями. Пятая ошибка – огромные временные затраты на сведение всех табличек и учетных систем воедино. И тогда в конце месяца вы тратите огромное количество времени для того, чтобы понять, что на самом деле произошло в вашем бизнесе в течение прошлого месяца. Хотя на самом деле грамотный финансовый учет должен скорее экономить ваше время за счет предоставления понятной информации для принятия быстрых и эффективных бизнес-решений. И шестая проблема – отсутствие планирования денежных потоков. Как правило, это приводит к кассовым разрывам, а иногда даже банкротству компании. Для того, чтобы избежать этих ошибок, достаточно выполнять простой перечень действий. Первое. Получите все недостающие вам знания о том, как работает управленческий учет. Это можно сделать сегодня просто онлайн, есть множество разных классных видеокурсов, и можно во всем разобраться в течение одного дня. Второе. Внедрите правильный, подходящий вам инструмент финансового учета в бизнесе. Он должен включать в себя удобный метод учета, внесения данных, понятную для вас аналитику, автоматические отчеты P&L, кэшфлоу и баланс, а также платежный календарь, отчет о дебиторке и кредиторке. Третье. Внедрите этот инструмент в свой бизнес, то есть в сами бизнес-процессы, так чтобы для вас это выглядело как рутинная обычная работа, внести данные в удобный для вас сервис. Четвертое. Начните ежемесячно, как минимум ежемесячно, анализировать все финансовые показатели своего бизнеса. И уже исходя из этого анализа, принимайте обдуманные бизнес-решения о том, как развивать свою компанию дальше. Пару слов скажу о том, какие вообще преимущества дает грамотный финансовый учет. Первое. Он позволяет контролировать объективное положение дел в вашем бизнесе. Второе. Помогает принимать осознанные решения на основе этих цифр, а не просто интуиции. И это неизбежно приводит к повышению прибыльности. Он дает полное понимание прибыльности разных бизнес-направлений и открывает вам возможности оптимизации расходов. Он прогнозирует остатки на ваших счетах, чтобы вы понимали, в какой момент времени сколько денег будет оставаться на вашем счету и когда какие дивиденды вы сможете вынять. И в целом дает возможность прогнозированно развивать свой бизнес в будущем. И самое главное, освобождает голову от операционных проблем в пользу мыслей о развитии. Теперь немного о теории. В управленческом учете есть простые базовые понятия, их всего 3. Это 3 базовых управленческих отчета. К счастью, они одинаковые во всем мире. Первый и самый простой отчет – это отчет о движении денег, он же ОДДС, он же кэшфлоу. Он показывает вам исключительно обороты денег. И неважно, это поступление за отгрузку товаров в прошлом месяце или в этом месяце, если деньги пришли к вам на счет в этом месяце, они будут отображены в этом отчете в этом месяце. То же самое со списанием. Например, неважно, за какой период вы оплачиваете офис. Если деньги списаны в этом месяце,
В этом месяце они попадут в отчет кэшфлоу. Тут все просто. Проблема возникает тогда, когда из этого отчета пытаются понять, сколько же прибыли в вашем бизнесе. Вот тут начинается каша. Прибыльность бизнеса можно понять только из отчета о прибыли, он же ОПИУ, он же P&L. Особенностью этого отчета заключается в том, что тут доходом и расходом считаются начисленные доходы и расходы, а не просто списание и поступление денег. Начисленными они называются потому, что появляются тогда, когда происходит действие, из-за которых они могут быть начислены. И при этом совершенно не важно, деньги за эти начисления произошли сейчас или позже. Например, вы заплатили за офис на 3 месяца вперед, $3000. В кэшфлоу отобразится вся сумма $3000. Но вот в реальности вы просидели только 1 месяц в офисе, то есть потратили на аренду в этом месяце реально $1000. В следующем месяце будет начислено еще $1000, в следующем еще одна и так дальше. Еще один пример. Вы продали товара на $1000 одному клиенту, но у него пока нету денег, чтобы рассчитаться с вами полностью, поэтому он заплатил вам всего лишь $300, а остальное оплатит в следующем месяце. В отчете о движении денег вы должны будете указать сумму полученных денег, то есть $300. Однако в отчете о прибыли будет сумма $1000, то есть реальная сумма проданного товара. Оставшиеся $700 упадут в отчет о дебиторке и вернутся в кэшфлоу в следующем месяце. Еще один интересный пример касается e-commerce компаний. Вы закупаете товар к себе на склад. С точки зрения кэшфлоу вы потратили кучу денег прямо здесь и сейчас на закупку товара. Но с точки зрения P&L у вас все еще не было никаких расходов. Вы просто превратили живые деньги в товар на складе. Это все еще ваши активы, и в балансе они будут отображаться точно так же. Дальше вы начинаете продавать товар. Как только вы сделали факт продажи, даже независимо от того, получили вы сразу деньги или нет, вы записываете себе 2 транзакции. Транзакцию начисленного дохода на всю стоимость товара, по которой у вас его купили, и вторую транзакцию расхода по цене себестоимости этого товара. Разница между ними есть маржа на вашем товаре, и это и есть первый кусочек вашей прибыли. Третий отчет – балансовый отчет. Он показывает, сколько денег есть в вашем бизнесе на текущий момент. В отличие от предыдущих 2 отчетов, он не показывает, что произошло за период. Он показывает просто срез на сегодня. Он говорит о том, сколько есть денег в бизнесе и где они находятся. На счетах, в дебиторской задолженности, на складе в виде товаров или полуфабрикатов, или в основных средствах в виде станков, магазина самого и так далее. И вторая часть баланса показывает, кому, собственно, все эти активы принадлежат. Собственнику или отчасти кредитору, так как вся эта сумма делится на 2 части – собственный капитал и кредиторская задолженность. Если вы электронный бизнес, у вас есть волшебная способность. Вы можете автоматизировать учет через специальные программы и связки между ними. Если у вас 1000 операций в месяц, вы можете подвязать интернет-банкинг или платежный сервис и автоматизировать часть операционной работы. Для решения всех задач управленческого и финансового учета в любой компании мы создали сервис FinMap. Это самый простой и понятный способ наладить финансово-управленческий учет в вашем бизнесе. Будь вы бетонный завод, строительная компания, IT-студия или онлайн-магазин. Основное преимущество нашего сервиса заключается в том, что мы максимально простой и понятный инструмент. То есть мы предоставляем профессиональный инструмент, но с очень простым и понятным интерфейсом. А благодаря уникальному алгоритму автоматизированного определения, где операции движения денег, а где начисления, для многих клиентов это выглядит просто как магия. Подробнее о том, как это работает, вам уже могут рассказать наши специалисты из службы клиентской поддержки. Кстати, все они очень хорошо разбираются в финансово-управленческом учете. Также у нас есть возможность предоставлять разные уровни доступов разным типам сотрудников. Платежный календарь, то есть возможность планировать финансовые потоки, чтобы не попадать в кассовые разрывы. Автоматически сгенерированные отчеты о прибыли и о движении денег, автоматические отчеты о дебиторке и кредиторке, возможность вносить операции через чат-бот в Телеграме для внесения данных на ходу и многое другое. А основная идеология компании FinMap – это сделать грамотный финансовый учет в бизнесе доступным и понятным для любого предпринимателя. Поэтому у нас, помимо самого продукта FinMap, есть еще множество разных видеокурсов, бесплатных вебинаров и много-много всего полезного на нашем YouTube-канале. Поэтому подписывайтесь на YouTube, регистрируйтесь в FinMap и настраивайте грамотный финансовый учет в своем бизнесе уже сегодня.
А для владельцев бизнес-карт Visa у нас действует специальное предложение на использование сервиса. При оплате на сайте автоматически предоставляется 10% скидка для ежемесячных платежей и 15% при оплате за год.